В Усть-Каменогорске состоялась концертная программа и выставка, приуроченная к Международному дню белой трости. По традиции в подготовке мероприятий приняли участие люди с ограниченными возможностями, которые посещают творческие кружки и центры. Мероприятие, посвященное Дню белой трости, напоминает о важности поддержки незрячих и слабовидящих людей, подчеркивает необходимость обеспечения доступа к информации, качественному образованию и медицинской помощи, а также созданию комфортных условий для их досуга. В Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялся концерт, где сотрудники и посетители исполнили песни, танцевали, показывали театральные отрывки и читали стихи. Мероприятие посвящено к Международному дню белой трости, который отмечается во всем мире. Это не праздник, но напоминание людям, что среди нас живут такие особенные люди, что мы должны о них заботиться, о них не забывать. В нашей сегодняшней праздничной программе прозвучат музыкальные номера детей из дополнительного, это 19-го школы Центра дополнительного образования. В программе также присоединились школьники с творческими номерами. За тихий мир других планет, за каждый миг, который доживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вдох мой, Проходит большое мероприятие, концерт и выставки. Такие проекты очень важны и многое значат для людей с ограниченными возможностями. Хочется поблагодарить за то внимание, которое уделяется людям с ограниченными возможностями. На мероприятии была представлена выставка, подготовленная Восточно-Казахстанским музеем искусств, где сотрудники музея рассказали о выдающихся казахстанских художниках. Смотрите, мы к вам привезли, постарались крупные формы, да, вот тут вот и кувшин большой, и цветы большие, и пейзажи. Мы иногда забываем, что художник, то, что мы видим на картинке, это плод мозга человеческого, а не только глаз, не только зрение, понимаете? И у нас есть художники, Марат Смаилов, который вообще ничего не слышит. Также посетители могли ознакомиться с экспозицией книг известных писателей, написанные рельефно-точечным шрифтом.